Еще громче, громче, громче! Смотрите, мне 22 года, и я никогда в своей жизни не был в тренажерном зале. Понимаю, по мне не видно. Идеальное тело для стрипса из KFC. Да, мне тяжело знакомиться с девушками из-за своего веса. Ну, просто у девушек не вызывает доверия парень, который весит меньше, чем они. Да, девчат, вы же хотите быть за парнем, как за каменной стеной, да? А за мной получается просто, как за камушком. Таким плоским, который можно блинчики на воде делать, знаете? Да, это правда, познакомился как-то с девушкой, мы пошли покушать шаурму, так вот она раскрыла лаваш и вилкой съела все овощи. И говорит мне, чтобы 55 килограмм поддерживать, нужно только овощи есть. Ну, а мне, чтобы 55 килограмм поддерживать, еще 5 набрать надо, понимаете? Да, я клянусь, мы с ней больше не виделись, но я продолжал не подкатывать, даже звонил ей по ночам, ну и представляешь, хотел набрать вес, а набрал тебе. Но она тоже не дура, знаете, она такая, представляешь, хотела сбросить вес, а сброшу тебя. Объясню, я всегда такой, я ничем не болен. Мне вырезали аппендицит, я вешу 50. Я переболел пневмонией, вот мой вес все равно 50. А меня это число преследует, понимаете? Поэтому вот эти всякие тупые тесты типа на IQ я не прохожу. Результаты понятны. Так, задался таким вопросом недавно, почему все свое считают изначально чем-то хорошим. У всех есть вот этот друг или родственник, который мой самогон, это песня. От него голова не болит, похмелья нет. Это шампан чистой воды, да? Я клянусь, этот напиток надо назвать Высоцкий. Там каждое утро спасибо, что живой просто. Но у меня не вызывает доверия напиток, который можно сделать из подручных средств, в аппарате, который можно сделать из подручных средств. Так, ладно, давайте чуть отвлечемся. Поаплодируйте, кто считает свою профессию странной, может быть, необычной. Есть такие? Прежде чем хлопать, объясню. Я по образованию зоотехник. Вам когда-нибудь надо было по работе засунуть руку в попу коровы? По работе. Не согреться, как в фильме «Выживший», а по работе. На самом деле очень романтичная профессия, я считаю. Мне что, предложение девушке сделать, не обязательно кольцо в бокал бросать. Я, возможно, поэтому не женат. Но с такой работой перестаешь верить в приметы. Моя любимая примета раньше была: если на тебя нагадила птичка, это деньга. Ребята, это вранье. Я работаю птицеводом, к деньгам это 2 раза в месяц. Да, я правда работаю птицеводом, мои друзья об этом не знают, поэтому я говорю, что круглые сутки провожу с тыкочками. Чтобы вы понимали, что такое работа птицевода, это когда ты вот утром птицевод, а в обед птицеед. Ну, своего рода это разлива получаюсь я. Сам положил, сам убил. Но я люблю животных и заметил, что самые безбашенные люди — это ведущие на National Geographic. Вы видели, которые? Это самая ядовитая змея на планете. Давайте возьмем ее на ручки. Да? Или к этим крокодилам лучше не подходить. Так, давайте подойдем к ним поближе. Мне всегда интересно, что входит в страховку таких людей. Ну, типа, заколот до смерти дикобраза. Просто люди недостаточно изучили животных. Вот вы знали единственный способ, как узнать, сколько лет медведю. Надо посчитать количество колец на срезах у него в зубах. Ну, вы сейчас представили, да, картину в лесу, на вас решит медведь, вот такие, спокойно, он малой, да? Но по каким фактам ты понимаешь, что животные изучали мужчины? Брутальные, опасные факты. По некоторым животным и фактам о них ты понимаешь, что животные изучали женщины. Например, вы знали, что белый медведь — левша?
Почему, никто не знает. Возможно, блоху подковал, никто не знает. А вот муха, например, жужжит нотой фа. Вот такие добрые, никому не нужные факты. Но сейчас я вам раскрою еще одну тайну животного мира. Животного пантера, как такового вида, его нет. Пантера — это леопард или ягуар, у которого меланизм, избыток черного пигмента. Я подумал, может, по такому же принципу я тоже русский? Ну, у них избыток меланина, у меня армянина, все сходится. У меня на этом все, спасибо. Меня зовут Роман Шувалов, мне 31 год. Нет, это не какой-то комик привел своего отца по приколу выступить. Нет, смотрите, мне 31 год, я недавно понял, что я стал старше. Знаете, как я это понял? Я скачал себе на телефон Тинькофф Инвестиции. А у меня 2 кредита, прикиньте, инвестор. Я каждый месяц банкам отдаю по 40 тысяч. Мне кажется, у меня деньги живут по кодексу самурая. У них нет цели, у них только путь. Путь из моего кошелька в чужой. Да, и недавно я понял, что еще стал взрослым. Знаете как, я на последнем семейном застолье, последний за столом стал. Дождался чай с тортом. Еще был недавно на свидании, оно очень быстро закончилось, потому что за ней приехал ее парень. Вообще, раньше было проще знакомиться с девушками. Раньше ты просто на стене ВКонтакте Сергей писал, у него все сложно с Романом Шаповаловым. Сейчас сложно все с ВКонтакте. Во-первых, здесь стена, а во-вторых, как сохранить теплые отношения к девушке, если ты по ее аудиозаписям знаешь ее музыкальные предпочтения. Михаил Круг и Мияги. У нее разгон от «Там, где ревели горы мама» до Владимирский Централ одна песня «Фабрика про любовь». Да. Сейчас сложнее знакомиться, знаете почему? Ну, чтобы познакомиться с девушкой, во-первых, тебе надо скачать VPN. Да, во-вторых, зайти в Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, между прочим, и потом отправить заявку на запрос, а потом узнать, что она мать 2 ангелочков. Хуже будет, если она в шапке профиля будет у нее написано СММ, наставник, таролог, астролог, Я не могу определить девушку, можете определиться наконец? Вы плачете из-за того, что луна в Козероге сегодня, или из-за того, что сторис не подгрузилась, потому что VPN сидел? Знакомо, да? Да, еще немного о себе. Мне когда нравится девушка, я превращаюсь в вот этого дебила, знаете? А давай одинаковые майки купим, и по городу вместе ходить будем. Вот он, она, вот это. Король, королева. Или Месси, Роналду. Да. Чтобы красиво ухаживать за девушкой, девушки привыкли, что надо за ними красиво ухаживать. А чтобы красиво ухаживать, как я красиво ухаживаю, мне до сих пор стыдно за это, знаете? Я писал рэп про любовь. А есть в зале, кто еще писал рэп про любовь? Похлопайте, пожалуйста. Александр, то, что вы писали, это не рэп был. Слушайте, я реально писал рэп про любовь. Мы оба на свет напали, обнял тебя за талию, над облаками летаем, один механизм, 2 детали. Вот такого шлака ВКонтакте мне еще не 50 треков. Да, там на втором можно было понять, что рэп это не мое. Хуже было, я все это выкладывал у себя на стене ВКонтакте, и первым делом это лайкала все моя мама. Она еще делала репост себе на страницу, смотрите, мой сыночек поет. Еще хуже было, когда у меня было день рождения, собрала всех подруг и включила мои песни. Да. Я, конечно, мечтал, что я подниму бабок на рэпе, но я не это имел в виду. Я еще очень сильно боюсь врачей, потому что мне в детстве сделали 16 операций. Не переживайте, все хорошо, все они были пластическими. Да, я сам не пойму, если честно. Это правда. Если вы ближе подойдете ко мне и посмотрите, у меня заячья губа и волчий характер. Ура! Я единственный человек, которому девушка говорит «за», а потом извиняется. Да, всем детям в детстве
все говорили, вот тебя в капусте нашли, тебя аист принес. Мне родители говорили, у тебя и шляпу вытащили. Да. Смотрите, прикиньте, это вообще такой недуг, в котором рождается 0,04% людей планете во всем мире. Прикиньте, получается, где-то в лесу сейчас бегает зайчик с человеческой губой. И все звуки не общайтесь с ним, у него человеческая губа. Да, вообще такая же проблема есть у Дениса Дорохова. Да. Но в отличие от Дениса Дорохова, я неизвестный и жирный. Получается, у меня на 2 проблемы больше, чем у Дениса Дорохова. Боюсь, что этот недуг передастся моим детям, тоже вырастут и станут жирными. Да, из этого недуга у меня небольшая дырочка в небе, и поэтому я могу делать вот так ртом. Это, если что, не птичка у меня во рту. О, мышка побежала. Нет, хотите камеру? Писал, эй, тау. Всем спасибо, за кайф, обожаю. Всем добрый вечер и ассаламу алейкум. Давайте до начала выступления с вами договоримся. Что мы делаем, когда смешно? Правильно. Что мы делаем, когда не смешно? Настолько все плохо. Хотелось бы также попросить похлопать тех, кто впервые на стендапе в принципе. Как вы поняли, я тоже впервые. И хотелось бы сначала подумать, о чем мне рассказать. И я вспомнил отношения. Тема отношений всегда заходит, где бы мы ни были. И тут я вспомнил, что у меня их нет. Так что не дождетесь. Именно так я отвечаю родственникам, когда они говорят насчет свадьбы. Отношения — это не единственное, чего у меня нет, но у меня еще нет прав. У кого-то прямо жизнь. Каких прав у меня нет? Я просто младший в семье. Младший в семье — это реально какое-то испытание. Просто младший в семье с рождения знает значение слова «делегировать». У нас у карачаевцев даже есть пословица: лучше быть собакой на ферме, чем младшим в семье. Ну, и здесь мне не повезло, у нас нет фермы. Но я решил все-таки подговорить соседскую собаку. Она не согласилась. Говорит второй раз на одни и те же грабли ни за что. Похлопаем. Со временем у меня все-таки появились права, правда, водительские. Но вы знаете, я добросовестный водитель, я всегда знаю, что я нарушаю. Также я всегда пристегиваюсь. И в принципе это нормально бы было бы здесь, но не у нас в республике. Просто инспектора, когда видят, что я пристегнут, просто меня останавливают. Первый же вопрос моих пассажиров всегда звучит вот так: может, мы пешком пойдем? Попробуем еще раз. Сам я из города Усть-Джегута. Это замечательный город. У нас в городе очень сильно любят нашего мэра. Настолько сильно, что в городе поставили его портрет. Он у нас такой седой, пожилой мужчина с белой бородой, в очках. И мы весь год ходили с мыслью: о, наш мэр такой четкий парень.
И только потом, через год, мы поняли, что у нас открыли KFC, и это не портрет. Но жители еще больше начали любить нашего мэра. Просто быстрее него заказы никто не принимал. Еще раз. Также, спасибо. Также у нас есть свои Робин Гуды. Просто отличие карачаевских Робин Гудов в том, что они крадут деньги у богатых и понтуются перед бедными. Вообще наши города очень сильно отличаются. Просто когда ты идешь в Черкесский и на тебя идет голубь, он такой милашка, идет рядом с тобой, хочется заснять видео, он хочет просить еды. Когда идешь в Ставрополь, ты просто идешь по парку, на тебя идет голубь. Есть ощущение, либо я сейчас отдам ему все, что у меня есть, либо он соберет свою банду, прилетит ко мне домой, убьет всех, кто мне важен. Пока что я не проверял. Также хотелось бы поговорить об образовании в республиках. Нет, я не забыл текст. У меня прям прописано минута молчания об образовании в республике. Кстати, часто мне говорят, что деньги это не важно. Так и говорил мой тренер. Денислав, деньги это не важно. После этого я понял, что он так себе бизнес-тренер. Также у нас в республике нет аэропорта. Я представляю, если бы он у нас был, то там никогда бы не задерживались рейсы. Просто изначально было бы написано так, что 8, там еще, посмотрим, 8, согласно традициям 10, согласно стандартам мы поняли. Получается 8-10 с уважением к Карачаевской авиалинии, и это все в билете. Также у нас в республике в прошлом году построили фонтаны во всех городах. Знаете, я просто представляю вот эту картину, почему мы построили. Представьте, наш глава республики в командировке по какому-нибудь другому городу увидел, как туристы кидают деньги в фонтан. Его мысли в этот момент, я знаю, как увеличить бюджет республики. Еще в прошлом году наша республика отпраздновала юбилей 100 лет. Похлопаем. Просто мы в республике этим очень сильно гордимся. Наша республика смогла, а королева армии нет. Всем большое спасибо, ассаламу алейкум. Каждый раз, когда я называю свое имя и нацию, люди чувствуют себя будто на изложении, потому что думают, что я явно не договариваю. Мне нелегко живется с именем Энрико. Первое, что будет вас преследовать с таким именем, это испанский стыд. Такое имя можно услышать только здесь и на старой флешке у пахана в машине. Мне правда сложно жить с боязнью, открыв меню в ресторане, увидеть себя в названии. Вам правда повезло больше, ваши родители не выбирали имя, смотря Евровидение.
Если подумать, меня даже не планировали. И после рождения считать за человека тоже. Живя в моей шкуре, ты понимаешь, что не только в геометрии тебе придется все доказывать. Шкура, как вы понимаете, толще некуда. И чтобы вы понимали, насколько все плохо, я учусь на инженера, надеюсь восстановить свои последние нервные клетки. Да? Спасибо. Да, у меня нет девушки, но я не сдаюсь, я не плачу, я только набираю этим ванну. Я искренне не понимаю мужчин, которые надеются на плечо женщины за клубнику в шоколаде. Меня никто не своего. Даже кавказцы считают, что я бархатный кавказец. И когда вообще не говорят, почему так сухо отвечаешь, я не жидкий, блин. По крайней мере, сегодня я стремящийся пацан. Я вообще считаю, что за каждым успешным мужчиной стоит пару сломанных скалок, сломанных сковородок. Настоящие мужчины еще похлопают отжиманием после ночной мотивации. А девушки, потому что у них нет таких мамкиных бизнесменов, но я не отчаиваюсь, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Именно это говорят люди с плохим вестибулярным аппаратом. У меня все. Всем спасибо. Да, всем привет, здравствуйте. Меня зовут Артем Посаданян. Да, но меня бесит то, что люди при знакомстве со мной не верят, что я Артем. Они все такие серьезные. Мне некоторые вообще говорят, блин, был бы ты Артемом, я кайфанул. Согласитесь, странно от отца услышать, типа. Такое себе, да. Мне 19 лет, я на данный момент сейчас живу с мамой. Мне тяжело жить с мамой, потому что она не дает мне жить самостоятельной жизнью. Я хочу от нее съехать. У нас есть такая возможность, у нас есть вторая квартира, но она меня туда не пускает, потому что она за квартиру только славянам, а я в эту категорию вообще не скажу. Ладно, сложно с мамой, потому что каждый раз, когда ее не слушаешь, она что-то придумывает. Недавно она заправляла постель, пока я был в ней. Вот настолько ее уважение ко мне. Но я тоже держу планку. Она когда спрашивает, ты любишь меня или суп, я говорю первое. А что, меня еще бабушка не любит. Мне кажется, она больше любит брата. Вот бывает такое, что бабушки путают имена внуков. Так вот, наша она не путает. Моего брата зовут Эдик, вот для нее он Эдик, а я брат Эдика. Вот у нас вот такая вот семья. Что, дом моей бабушки – это режимный объект. Территория захвачена цветами, иначе такое количество слов я не могу объяснить. Серьезно, мне кажется, моя бабушка переиграла в России против зомби, она такая, будет меня охранять. Все. И вообще, садовники строили дом моей бабушки. Они такие, давайте мы вокруг дома поставим цветы, пусть у нас будут висеть цветы, пусть у нас под кроватью будут цветы, а то вдруг вам захочется от цветка до цветка пройтись по цветам, то у вас всегда будет такая возможность. Я боюсь высоты, да, даже вот отсюда буду спрыгнуть. Вот. И недавно мы с друзьями общались на тему прыжков с парашютом, и одна моя знакомая сказала, кстати, я прыгала. Кстати, почему она говорит так, будто это мелочь? Ну, если бы я бы прыгал с парашютом, я бы еще неделю ходил с парашютом, понимаете, ну, с раскрытым плечом, типа, ну, можно просто уважать человека, который спрыгнул. Серьезно, я бы еще вставлял эту информацию вообще где не надо. Просто какой-то человек проходил, спрашивал, молодой человек, который сейчас, я говорю, без 15-3. Но когда я прыгал с парашютом, было полпятого. Что я еще боюсь? Я боюсь психиатрические больницы. Объясню, я боюсь что-то не то сказать, и врачи просто примут меня за больного, повяжут и даже не будут ничего выяснять. Смотрите, какая была ситуация. Мы с одногруппниками шли за справками.
Я иду впереди, они сзади, и впереди вот дверь. Я захожу в правую, а они в левую. Я этого вообще не замечаю. Я захожу, и мне врач такая: молодой человек, вы к кому? Я говорю: да вот мы тут с ребятами. Она такая: вы на госпитализацию? Я такой: подождите, стоп. Во-первых, на осмотр, не видно. Во-вторых, я с парашютом прыгал. Вы что, какие вопросы еще ко мне? Да. Я не люблю ходить в магазины у дома, в особенности один магазин. Я не буду говорить его название, я просто скажу, что это находится между четверочкой и шестерочкой. Вот. Да. Просто там постоянно происходит какая-то потасовка. То есть там легко можно получить в лицо. Тупо из-за того, что ты купил пакет. Типа: ты что, не патриот? Я говорю: патриот, вот лаваш. Да, я много чего купил, кассирша все пробила и сказала: у нас нет пакетов. Я говорю: у вас нет пакетов? Он сказал: да. Я говорю: что мне теперь делать? На что она мне ответила: вот же нынче молодежь сейчас пошла. Какая? Двурукая? Мне что надо было сделать? У моих предков, наверное, было по 12 рук, поэтому они все хватали разом. Да, недавно я вообще покупал яблоки, уже все, и кассирша меня спрашивает, типа: это сезонный или не сезонный? Я говорю: это зеленый. Она позвала какую-то Людмилу и говорит: ты не знаешь, это сезонный или не сезонный? Она говорит: это зеленый. Но если хочешь, я могу пойти посмотреть. У меня это все, народ, спасибо, Кай. Вам не кажется, что зимой уборщицы в магазинах моют полы не для того, чтобы было чисто, а просто, чтобы ты чувствовал себя мразью? Так, ну вот зал проверили, нормально, можно знакомиться. Меня зовут Аркадий, и мне не нравится мое имя. Мне оно не нравится, потому что оно звучит как элемент таблицы Менделеева. Ну, типа Иридий, Палладий, Аркадий. Ну и там же Анатолий и Геннадий где-то со мной в одном ряду тоже находятся. Я сюда ехал, у меня друг сюда подвез, мы ехали с ним на его Приоре. А вы знаете, в Приоре самая главная система безопасности — это 3 иконки на приборной панели, да? Ну, самая сильная. И вот, знаете, я сюда ехал, а у него было не 3 иконки, а 2. И мне было очень страшно сюда ехать, мне казалось, что он одну уже потратил. Да. Мне недавно пришел спам, в котором было написано: узнай, как вести себя на первом свидании. А я вам так скажу, мне 38 лет, пришлите мне спам, как попасть на первое свидание. Это сложно, да. Ну, чтобы вы понимали, да, я взрослый, мне 38 лет, у меня жена, 2 детей, работа. Ну, чтобы вы понимали, я сюда выступать отпрашивался. Вот так все происходило, да. Я раньше работал в сфере кино. Круто, да, звучит в сфере кино? Я билетером работал в кинотеатре, не сильно круто, да? Много историй было в кино, очень много. Как-то пришел один товарищ и говорит: а где первый ряд? Я не знал, что ему ответить. Серьезно, где первый ряд? Мне хотелось ему сказать: для вас, дебилов, в конце зала. Но я же понимаю, что он не найдет, где конец зала. Ничего не получится. Один пришел в кино с подушкой, представляете? Прям с подушкой пришел на фильм. Я думаю, это не очень хорошо, да? Ну дай фильму шанс какой-то, это обидно. Это, знаете, как будто ты приходишь к врачу с гробом и говоришь: ты, конечно, лечи, но я для тебя уже все решил, все уже решено. Нормально. В общем, уволился из кинотеатра, решил заниматься стендапом. Я очень много смотрю стендап на Ютубе, мне очень нравится там Щербаков, Бега, очень много комиков смотрю. Я каждый раз ржал и думал: какая классная шутка. Жалко, не я ее придумал. Потом подумал: вот эту шутку я бы мог придумать. И вот эту шутку я бы мог придумать. Короче, я сейчас не смотрю на Ютубе видео, мне кажется, что они воруют мои шутки. Да, давайте похлопаем. А кто смотрит Ютуб, похлопайте, есть какие-то... Ну, все, конечно, да. Скажите, вы видели на Ютубе хотя бы одно видео с тарзанкой, которое заканчивается хорошо? Я не видел такого не было, да. Я, кстати, недавно наткнулся на Ютубе на видео концерт группы «Кино» 2021 года. Для тех, кто не очень следит за группой «Кино», у меня есть плохие новости. Как бы это сказать, один участник не придет на концерт, если можно так сказать. Но там было круто, на самом деле, круто, да, они что сделали? Они собрали всех музыкантов группы «Кино», они играли вживую на сцене, а на экране было видео с Виктором Цоем, который пел. Но очень классно смотрелось. Я посмотрел с
удовольствием, но думаю, как же все-таки вперед шагнули технологии. Свой по удаленке выступил. Ничего себе, да. Ну и в конце моего потрясающего выступления расскажу вам историю одну. Недавно у меня сына позвали на день рождения. А знаете, такой день рождения, где одни девочки и зачем-то позвали одного пацана. Я не знаю, мы едем с ним в машине, была зима, холодно, и он меня спрашивает: пап, а куда зимой деваются птички? Они замерзают и умирают? Я говорю: нет, они улетают в теплые края. Он говорит: ага. Но ведь не все птички улетают в теплые края, я видел. Я говорю: ну, не все птички улетают в теплые края. Он говорит: значит, некоторые замерзают и умирают. Я думаю, надо быть честным с ребенком. Я говорю: да, некоторые замерзают и умирают. И он говорит: ну окей. И мы приехали на день рождения, все хорошо, все здорово, но наступил вот тот самый отвратительный момент, когда всех детей на день рождения строят и заставляют их что-то желать имениннице. И вот все желают, все хорошо, и тут выходит мой. Выходит и говорит: я желаю, чтобы этой зимой все остались живы. Ну, что я вам желаю, ребята, мне все, спасибо большое. Недавно я стал мужем и отцом, я считаю, этому тоже можно поаплодировать. Еще я приехал из Михайловска, я считаю, этому можно только посочувствовать. Да. Не стоит этому аплодировать. Прежде чем начну рисовать небольшой факт про наш город, почти все жители Михайловска ездят на работу в Ставрополь. Почти, потому что есть одно исключение. Это наш глава. Он живет в Ставрополе, ездит на работу в Михайловск. На работу. Поэтому его предвыборный лозунг «Сделаю все для своего города» звучал не очень убедительно. Смотрите, я пришел сюда не один, я пришел сюда со своей женой. Это было ее желание. Просто она переживала, что со мной захотят познакомиться девушки, если я буду смешно выступать. Смотрю, она уже не переживает. Мы с ней очень давно вместе, еще со школы, целых 9 лет. Представляете, 9 лет. Это столько счастливых дней, целых 2. Да. Первый и день, когда Крым присоединили. Вы могли заметить, что я высокого роста, да, я 1,92 м. Моя супруга 1,56 м. Мы не просто так вместе, мы хотим, чтобы у нас получилось что-то среднее. Можете нас поздравить, недавно у нас родился ребенок. Да. Среднестатистического размера. Это была не случайность, беременность была в планах, просто моя жена меня в них не просвещала. Да. Когда она была беременна, она говорит: слушай, нам нужно завести собаку, чтобы подготовиться. Я честно не понимаю, с чего она решила, что не сможет родить ребенка. Да. Мы завели французского бульдога, знаете, это порода, которая постоянно портит воздух, пускает слюни, храпит. Еще бы пенсию получал, и точно мой дед. Мы завели эту собаку, и через пару недель она мне говорит: слушай, надо решить, мы будем ее стерилизовать. А я на минуточку напомню, мы собаку завели, чтобы к ребенку подготовиться. Но с другой стороны, зато зубных он будет бояться меньше. В общем, вообще не понимаю, зачем заводить собаку, чтобы подготовиться к ребенку. Там же кардинально разные способы воспитания. Ты же не будешь запирать ребенка в клетке. Нет, но если аниме начнет смотреть, то тогда можно. Да и в целом не понимаю людей, которые относятся к животным как к детям. Обувают, одевают, кормят деликатесами, купают. Почему мой ребенок должен завидовать баллонке? Ладно, ребенок, почему я должен завидовать баллонке? Я тоже, может, хочу, чтобы меня обували, одевали, кормили деликатесами, купали. Тоже хочу жить у богатой старой женщины. Это получается Прохор Шаляпин баллонка. Да, я сейчас понял. Да, я против, чтобы к животным относились как к людям. Но я хочу, чтобы иногда к людям относились как к животным. В хорошем смысле, в хорошем. Потому что, смотрите, когда у кого-то рожает кошка, все тут же бегут к кошке. Когда у кого-то рожает собака, все тут же бегут к собаке. Когда у кого-то рожает жена, все тут же бегут в красное-белое. Смотрите, в общем, именно поэтому моя супруга очень сильно хотела, чтобы у нас были партнерские роды, но забеременела только она. Да. Тем не менее,
все прошло замечательно, у нас родилась прекрасная девочка, да, можно этому поаплодировать. Мы назвали ее Маргарита. Просто мы вместе выбрали имя, просто жена хотела назвать в честь чего-то весеннего, цветущего, а я хотел назвать в честь своей любимой пиццы. Но идея с именем фантазии ей не понравилась, поэтому мы назвали Маргарита. Вообще я согласен с людьми, которые говорят, что ребенок это чудо, просто им нужно дать договорить, это чудо, если вам удастся выспаться. Помимо этого, в моей семейной жизни мне все прекрасно нравится, я люблю свою жену, люблю свою дочку, но недавно я думал, что мы с женой расстаемся. Просто она ушла к парикмахеру и вернулась с каре. Да, ну ничего страшного, оказалось, она просто рассталась со своим парнем. Это все шутки, на самом деле у нас идеальные доверительные отношения. Ну, признаюсь вам, кроется сомнение, что ребенок все-таки не от меня. Просто каждый месяц какой-то мужчина присылает нам 12-13 тысяч на содержание нашего ребенка. Жена говорит, не переживай, сейчас как у многих. Я думаю, у многих, ладно, нашел этого Донжуана, и поэтому у меня небольшое обращение. Владимир Владимирович, послушайте. Спасибо, что любите моего ребенка как своего. Но я хочу, чтобы вы меня тоже любили как своего ребенка. Да. Вообще, я так задумался, Путин, он же получается как бабушка для детей России. Он постоянно передает деньги через родителей. Да. Но я скажу так, эти деньги очень сильно помогают, потому что вы видели цены на подгузники. Поэтому, уважаемые жюри, когда будете думать, кому отдать первое место, напомню, у меня маленький ребенок. И я по-настоящему знаю цену подгузникам. Еще до его рождения. Спасибо. Это у меня все. Нет, я не чайник атом после импортозамещения. Меня зовут Александр, и мое имя с греческого переводится как «защитник». Но в какой-то мере это и правда, ведь я смог защититься от шоу «Беременна в 16». Но самое главное, в мои 17 лет не попасть на шоу «Беременна в 45». Я учусь в Институте дружбы народов Кавказа, и вот никак не могу понять, кому говорить «Ассаламу алейкум», а кому нет. Если честно, у меня уже щека болит за это вещей получать. Да-да, вот такие у нас преподаватели злые. Сейчас я вас удивлю, я не кавказец, но учусь на юриста. И мне почему-то приходится сдавать математику. Ну типа, вот как она мне может помочь? Ну если мне когда-то пришлось допросить преступника, я такой, ну тут либо через теорему Виета, ну или... Вообще я заметил, что юриспруденция и медицина очень похожи, ведь поступают на них почти все, работают только единицы. Но самое главное схожесть в том, что после выпуска студентов на рынке труда становится все больше таксистов и маникюрщиц. Так, зал, теперь у меня к вам вопрос. Кто-нибудь из вас общается с крестными родителями? Мой крестный отец это мой дядя, тут и так все ясно. А моя крестная мама, ну это прям вообще другая история. Для меня крестная мама это тот человек, который поздравляет с днем рождения не меня, а мою родную мать. Это тот человек, который приезжает на гости только чтобы показать фотки из Египта. Но, знаете, мы с ней вообще в таких отношениях, что удивлен, как она меня еще на крестинах сразу не утопила. Да, кстати, я занимаюсь боксом, по мне, наверное, это не видно, но когда я с пьяным отцом начинаю играть в пятнашки, я там просто фан Федора Емельяненко. Там такие двоечки залетают. Ну, раз мы начали говорить про семью, моя мама в детстве хотела, чтобы я пошел на шахматы, но, как оказалось потом, в моей голове и шахмат только одни маты.
Мой отец хочет, чтобы когда я вырос, я пошел работать в «Газпром». Но все, что я знаю про газ, то, что это правая педалька у машины. Так, теперь знаете, ребят, что меня волнует больше всего в мои 17 лет? Это цены на квартиры. Ну вот как молодому парню заработать себе на квартиру? Ну нереально. И поэтому иногда я думаю, что можно стать игроком в покер, но потом вспоминаю, что я даже карты Таро на раздевание проигрываю. Ну или можно пойти в криминал, но максимум, что я могу сделать криминального, это работая в Яндекс.Доставке и сказать, что заказчик не берет трубку и поехать домой кушать картошку фри. Да, поэтому я очень много думаю о деньгах. Вот, к примеру, вы знали, что поддержка малого бизнеса на Кубани за этот год составила 10 миллиардов рублей. Вы вообще представляете себе, ну, что такое 10 миллиардов? За 923 миллиона рублей можно купить остров на Бакамах в 43 гектара. А у нас вот за эту цену, ну что можно сделать? 2 участка на кладбище купить, ну или первый кусочек торта на армянской свадьбе. Я думаю, у меня все, спасибо. И у меня мама астролог. И я не понимаю, как к этому относиться, ну, просто в народе таких людей же называют звезданутыми. Да, но моя мама дальше пошла, она в этой псевдонауке игру в честь себя назвала и придумала, в принципе. Натальные карты. Слышали, да? Да, я долго не могла понять диагноза, если честно. Когда у нас из семьи ушел отец, мама сказала, что у него асцендент в близнецах, и я долго плакала. Ну, думала, что он неизлечимо болен. Но это просто астрологические данные, да. Другим детям говорили «иди гуляй», но только до 10. А мне говорили «иди гуляй», но только до появления созвездия Большой Медведицы на небе. Я так месяц на улице жила. Искала созвездие. Я еще с парнем рассталась. Мама сказала, что он по гороскопу крыса. Но там, честно, все факты налицо были. Он просто у меня черепашку воспитывал, что-то весь дом на себе тянуло. Ну, я думала, он мне будет дарить Рафаэла, он меня только так называл. С тех пор парня не могу найти, даже в Тиндере сидела. Но в Тиндер это вообще не вариант. Ну, просто мне кажется, что это выставка кавказцев у нас в Ставрополе. А там листаешь Ахмед, Дамир, Магомед, Мухаммед. Ну, я просто думаю, если я быстро всех влево начну свайпать, они на экране лезгинку начнут танцевать. Да, тяжело. Я еще какую странность заметила. Когда начинаешь зарабатывать на жизнь, сама жизнь куда-то пропадает. Я работала в колл-центре МТС, и мне сказали, что у меня будет не зарплата, а зарплатище. Но оказалось надурилище. У меня еще странный пассивный доход. Дело в том, что мой номер телефона очень сильно похож на номер телефона какого-то маршрутчика. И мне приходят деньги за проезд. Да. Не, ну, мне думаете, что повезло? Нет, сама ездила, расклеивала. Да, но я думала, что лучше так зарабатывать. Просто, ну, у меня мама деньги вообще в микрозаймах брала. Ну, вы когда-нибудь были поручителем в микрозайме? В 13 лет. Ну, я помню, как мне позвонили сотрудники оттуда, я такая: да, здравствуйте, Елизавета Павловна. Да, работаю очень важным человеком, работаю. Наталья Васильевна, конечно, знаю, но не как мать родная. Конечно, платежеспособная, она такие космические деньги поднимает. Да, иногда казалось, что меня воспитывали коллекторы. Ну, а когда-нибудь звонил коллектор и говорил, типа, ну что там у тебя мальчик появился? Ну, надо же кому-то долги выплачивать. Да, до того, как брать микрозаймы, у меня мама еще вещи в ломбард закладывала. Ну, я помню, она заложила мой золотой крестик на золотой цепочке. И я больше никогда в жизни их не видела.
Мне кажется, что Бог от нас именно тогда и отвернулся. Да, тяжелое было время, но я проработала это все с психологом, он мне действительно очень помог. Но теперь мой психолог сам ходит к психологу. Мне на этом все, спасибо. Я позвал на это выступление своих друзей, и они прямо сейчас хлопают мне. Но вы их не увидите и не услышите, потому что они воображаемые. Имя сложное, поэтому первое, что спрашивают при знакомстве со мной, как сократить твое имя. И обычно я говорю, зовите меня просто Хан, будто это самое банальное имя для России. Ну, знаете, сразу понятно, что я на графический дизайн поступил чисто для души, а по выходным я устраиваю набеги на Русь, собираю дань. У меня есть татарские корни, поэтому любовь к деньгам у меня на генетическом уровне. Но похлопайте тех, кто любит деньги. Согласитесь, нас много, и все мы любим деньги. Я осознал ценность денег, когда поступил на коммерцию в СКФУ за 211 300 рублей. Да, деньги очень ценная штука. Для меня это означает, что моя мама долгое время откладывала деньги на счастливую старость, но ее сын верил в удачу и не сдал ЕГЭ. Но такая ситуация не у всех. Есть в моей группе олимпиадник, который нарисовал какой-то натюрморт и сейчас получает каждый месяц 60 000 рублей. Я не знаю, куда можно студенту потратить такие деньги, но для меня это та сумма, после которой люди прекращают готовить дома. Ну и могут позволить себе частный самолет. У меня история другая. Я платник и постоянно живу в желании заработать. Поэтому, когда мне предложили продавать микронаушники для экзаменов, я согласился. Я не знаю, есть ли среди вас тут мои клиенты, но если присмотрюсь, то, может быть, найду. Люди иногда говорят, этот парень – причина неуспеваемости вашей дочери. Про меня можно сказать почти так же, только наоборот. Я причина резкой успеваемости ваших студентов. То есть, временами я встречаю своих клиентов на улице, и это немного странно, но хорошо, что я встречаю их только там. Потому что один раз моим клиентом стал полицейский. Он сдавал какой-то ненужный экзамен по ненужной дисциплине, чтобы получить оружие. И вот будет забавно, если этот полицейский случайно в будущем меня подстрелит на улице, а в больнице меня будет ждать хирург, который сдал экзамен тоже благодаря мне. Самое обидное в этой ситуации будет то, что я не успел отбить деньги за обучение в СКФУ. 211 000, когда я их отдам вообще. Такая сумма будет преследовать меня даже в следующей жизни. Спасибо, у меня все. Ребят, скажите, вы боитесь пугающих ночных звуков? Просто вчера, во время моего очередного ночного рейда к холодильнику, да, это сложно признавать, но я обожаю пожрать ночью. Короче, ситуация. Значит, ночь. Стою я перед холодильником, смотрю на банки с огурцами. Банки с огурцами смотрят на меня. Мы молчим. И тут резкое. В общем, давление подскочило, пульс сразу под 100. Просто недавно исполнилось 18, задумываюсь о таких вещах. Я безумно испугалась, не могла понять, что это сейчас было, но потом узнала, что призраки, успокоилась. Короче, я бы просто уже не выдержала третью починку холодильника за месяц.
сказать, что я учусь на проектировщика автомобильных дорог, и это накладывает отпечаток на всю мою жизнь. Ну, не то, что я перестала краситься, теперь я строю дороги за это. На самом деле, свойство строительства автомобильных дорог и макияжа, оно очевидно. Просто и на дороге, и когда я крашу, все матерятся и пытаются не переборщить с материалом. Стараюсь не брать этот идеальный контрбук, все-таки я дорогу строю, а где мы в России. Вообще, я собиралась дождаться своего возлюбленного, того самого пожарника, который спасательно из горящего дома. Просто я никуда не ухожу, люди спасибо водителя пожизнения поймут сейчас. И, в общем, ситуация в том, что здесь повсюду постоянно ходят сладкие парочки и дразнят. Те самые собаки, которые вечно ходят подле. Я уже не знаю, что с этим делать. Ну, понимаете, я специально написала в парни чтобы не париться от того, что у меня никого нет. В итоге я пришла откуда не ждали. Серьезно, я смотрю на этих собак, и я понимаю, что они, видимо, умные, смотрят на меня, а так считают. Ничего, заметишь, так же ходишь. Каждую ночь мне снятся сны. К счастью, я редко их запоминаю, просто последний из них городов, когда я по полю с морковками-мутантами двухметровыми. Но потом меня схватила парочку, зачем-то убрала в «Жигули». И увезла куда-то, видимо, подавать на Авито. Все-таки зарабатывать можно уметь. В тот момент я подумала, ну, видимо, тогда я зря прошла мимо кабинета нарколога. Так, а я на чем сижу? Точно, на медицине. Я заметила, что я повзрослела. Осознала я это в тот момент, когда поняла, что с интересом рассматриваю витрины во всех. Ну, еще раз мамой перестали обсуждать мальчиков, на сфере разговор только про антибиотики. К тому же, я заметила, что начала ходить по магазинам с посудой и засматриваться на сковородки. Нет, на самом деле сковородка безумно полезная вещь, можно совместить, как я и сказала, полезное с приятным. Короче, это незаменимая вещь, особенно если тебе нужно отпугивать бывших. Просто на ней можно взять блинчик, а еще и можно кого-то убить. Того же самого бывшего. Если берется два блина, тот недожаренный, и, я походу реально убила бывшего. Свою жизнь взрослую, на самом деле, я представляла совсем иначе. Дело в том, что в детстве я обожала мультик «Как сердцем», и я мечтала быть похожей на главную героиню. Обязательным условием было скакать на шапке, чтобы волосы не болели. Получается, я отправлялась в взрослую вселенную. В итоге оказалось, что маму дома пришлось учить лошади. Плюшу. Также... В целом, мое желание все-таки сбылось. Правда, с учетом того, что вселенная девочка, и все воспринимает через призму женской логики. Короче, я немного промахнулась. Примерно как в колонне. В общем, теперь скачу не я, а на мне. Жизнь залезла на спину и такая. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Везде меня лошадка. Жизнь, а куда мы идем? В сторону дна. Ну, еще я считаю, что все мне нужно быть честной. Похлопайте, кто тоже так считает. Именно поэтому я вам признаюсь. В общем, у меня после годовая депрессия. Все началось после того, как я родилась.